И мы видим, что в большинстве своем, даже в российском истеблишменте, даже такие люди, как, скажем, Рогозин, допустим, рассказывает, что делал. Началом вот этих всех широких антитеррористических действий. Если вот так оправдывать предательство, то вообще предательства в этом мире не существует. Тогда мы должны и Власова, и всех остальных тоже также оправдать. Мы просто в какой-то момент приняли решение, что это не имеет будущего. А какое отношение у чеченцев сегодня к русским по национальному признаку? Я имею в виду именно не Россию, а именно про отношение к русским и к тем чисткам, которые происходили в 90-х годах против русского населения в Чечне. Сначала начну с конца, наверное, да. С чисток. Это тоже миф пропаганды по поводу чисток. Никаких чисток у нас в республике не происходило. Ну, каким-то образом русского населения там не осталось. Что должно было сделать русское население, если пришла война? Русским было куда уезжать, в отличие от чеченцев, а нам некуда было, поэтому мы там остались. А русские люди, у которых были родственники там, в Ставрополе, в Волгограде, в Краснодаре, они уехали. Это все вот эти вот истории как раз о рабстве, которые прекратились, кажется, буквально несколько лет назад, они же тоже не из пустоты возникли. Они как раз и не прекратились. Совсем недавно на какой-то там Курчелоевской базе у какого-то кадыровского приближенного были, оттуда сбежал один русский мужчина, но они эту тему замяли, я это тоже освещал у себя на канале. Но мы сейчас берем какие-то отдельные преступления, и говоря о них, мы пытаемся окрасить тем самым в целом политическую ситуацию там, или народ. Это неправильно. Да, у нас были проблемы, и были у нас всякие повернутые на национализме люди, ударившиеся в крайность. Национализм будет, национализм, крайность. Вопросу, как относятся к русским. Такие люди найдутся и сегодня, которые ненавидят русских по национальному признаку. Как и находятся такие же среди русских, которые ненавидят там, чеченцев. Но это не характеризует в целом настроение народа. У нас, к счастью, нет каких-то в целом народе, нет каких-то националистических предубеждений. Русские люди и тогда жили с нами по соседству, были нашими друзьями, там, вместе работали. Они и сегодня живут и вместе с нами сосуществуют. Но если говорить, опять же, про этнический конфликт в Чечне, то все-таки эти события, в том числе выдавливанию русских из Чечни, начались до начала боевых действий. Русского населения, она начала падать задолго до войны, за годы до войны. Это тоже связано с тем, что был политический кризис. Русским было куда уезжать, они уезжали. А почему они вдруг решили уехать с места, где они жили? Все-таки как бы Потому что это политический кризис, Михаил. Почему я и огромное количество чеченцев сегодня, по разным оценкам, приблизительно 300 тысяч человек проживает в европейских странах? Потому что была война, были события. До войны все было. Нет, но это же не так началось. Эта война, она ведь не так, что сегодня кто-то щелкнул пальцем, и она началась. Это там с 4 года были определенные события, которые очень серьезно сказывались в целом на внутриреспубликанской ауре. И действительно какие-то преступления, они были в основном против русского населения, потому что оно было менее защищено. Чеченцы все-таки имеют огромное количество родственников, существует кровная месть, там есть кому за тебя постоять, там отомстить. У русских людей этого не было, поэтому они были более легкой добычей для бандитов. И в отношении них чаще происходили преступления. Конечно же, работала... Как это, армянское радио называется, да, когда из уст в уста передаются... Сарафанное. Сарафанное, да.
происходило вот это вот сарафанное радио, нагнеталась какая-то обстановка, русские люди, конечно же, этого боялись. Но здесь очень важно сказать о том, что Джохар выделил тогда русское население из общего, да, сказав, что именно это население нуждается в защите, и его нужно будет защищать. То есть это не была государственная политика по уничтожению русских людей или выдавливанию их из Чечни. Это именно какие-то бандитские проявления, к сожалению, которые были. Но там просто тогда сложно говорить о каком-то прямо уж... В те годы сложно говорить о том, что в Чечне было какое-то дееспособное государство. И как раз, когда мы говорим о чистках и преследованиях русского населения в Чечне, то, ну да, вот в условиях беззакония каким-то образом оказались, что русские менее защищены от бандитизма. Настолько менее, что их просто там не осталось. Если говорить про другие страны... вы собак представил, что он имел чистки, из Прибалтики оно не бежало. Даже если взять события, которые произошли на Украине, там несколько лет назад, где Россия вела свои войска, то даже там, если смотреть на Крым, да, ну, украинское население из Крыма тоже бежать как-то не стало. А вот в Чечне такая ситуация сложилась. Это же не просто так, наверное. Видите, опять примеры, я думаю, не совсем корректные нашей ситуации. Более корректно будет привести пример с Югославией. Потому что вы привели примеры бескровного отделения, когда СССР, Россия, по сути, никак не сопротивлялась отделению прибалтийских стран и там среднеазиатских стран и так далее. Да? Там не было какого-то очень серьезного давления, этих приемов гибридной войны, ведения войск и так далее. Всего этого не происходило. Поэтому оттуда никто и не бежал, не было такой надобности. А посмотрите, допустим, на Югославию, там, где были действительно этнические чистки. Подобного в Чечне не происходило. У нас не было этнических чисток. У нас наши войска, наши вооруженные силы не приходили в какие-то станицы там, или села, где проживало компактно русское население, и не убивало их, не хоронило там в какие-то общие могилы. Поэтому мы как раз-таки умудрились избежать этого этнического конфликта, несмотря на очень непростую историю взаимоотношений наших народов за эти несколько веков. У нас, к счастью, у нашего политического руководства тогда хватило и мозгов, и сил, чтобы этого не допустить. Ну, хорошо, но привел, помимо событий, которые последовали за развалом Советского Союза, да, вот был пример войны с Украиной, который произошел несколько лет назад, где мы не наблюдаем падения того или иного этнического состава в составе как ДНР и ЛНР, так и в Крыму. Украинцы оттуда ехать не стали. Если про Крым еще можно говорить, что произошло какое-то мирный транзит власти, то там этого тоже не точно. Здесь я тоже скажу, что это абсолютно не подходящий пример для Чечни, потому что то, что произошло с Украиной, там не было того, что предшествовало событиям с Чечней. Это не та ситуация, когда они пытались не допустить отсоединения и так далее. Но и в отношении того, что нет этнических чисток, я с вами не соглашусь. Просто они сегодня имеют другой характер, и в Крыму сегодня проводят этнические чистки над крымскими татарами. Да, их не убивают и не хоронят в каких-то общих могилах, но их пачками, оптом сажают на огромные сроки в тюрьмы. По 18 лет им дают за то, что они просто читают не те книги. И это никак иначе, кроме как этническая чистка. Этническая чистка – это все-таки нечто другое. Я согласен, что в Крыму есть проблемы с правами человека, но это не этнические чистки. Это понятно, что это метафора. Сегодня в современном мире будет очень странно, если кто-то убьет огромное количество людей и похоронит их в общей могиле. Понятно, что будет очень большой шум. Поэтому их иначе, другими методами их отправляют в тюрьмы, куда-то, в общем, ликвидируют. Это все-таки это называется ложное равенство, и не умаляет там проблемы с правами человека, которые существуют. Это все-таки ложное равенство, потому что этнические чистки и нарушение там прав человека с арестами каких-то отдельных лидеров, это разные категории явлений совсем. Я бы не сказал, что это аресты отдельных лидеров, это все-таки оптом целыми пачками там людей
похищают и сажают, во-первых. Во-вторых, в Чечне не происходило даже этого. Никого из русских там, каких-нибудь активистов, которые, возможно, тогда были, их в тюрьму не сажали, их не убивали, и нет ни одной братской могилы русских людей на территории Чечни. Ну и русских Ни одно. Больше. А? Ну и русских. И чеченские, этнические, чеченские братские могилы, что там, Холокост, она... Организация констатировала этнических чисток на территории Чечни. Или массовых убийств русского населения на территории Чечни. Это очень важно. Ну, у меня к международным организациям свои претензии есть. Ладно, сдвинемся с этого вопроса. Последняя, наверное, тема, которую я хотел сегодня поднять, это есть ли разница между властью Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова, или это прям вот одно и то же, и не нужно даже пытаться какой-то разницу провести? Ну, вообще никакой разницы. Она просто немножко как бы эволюционировала со временем. Да? То есть какие-то гайки они закручивались там с каждым разом. Но это не так, что пришел там Рамзан, и это кардинально другое веяние. Абсолютно нет. Это одна и та же власть. Одни и те же яйца, вид сбоку, я бы сказал. Угу. Хорошо, я понял. Я думаю, очень много вопросов свалилось на канал. Я, Тумсо, готов поотвечать на них немножко? Да. Хорошо. Так, тогда одну секундочку. Почти каждый современный правитель шариатского государства использует религию для укрепления своей позиции. Вся суровость законов шариата обрушивается на оппозиционеров, они объявляются отступниками, как сам правитель зачастую ведет разгульный образ жизни. Как с этим бороться, спрашивают. С этим можно бороться только системой. То есть нужно саму систему государственного устройства сделать такой, чтобы узурпация была невозможна. Выстроить систему сдержек, противовесов. Поэтому я говорил, что какие-то примеры нужно брать, допустим, с тех же Соединенных Штатов Америки. Там очень грамотно все сделали таким образом, что президент... Коран сунна, он Коран сунна, мечаду. Монархом. Диктатором. Нужно делать то же самое. Кто захватил власть, на него... Да, все, никакое не голосование, парламент, да, все захватил, все подчиняемся. И собак, он собак. Sabah. Hey, deri, delkel, kapmış. Бяхмобилихся. Как это сделать? Это сложно. Нужно добиться этого. Раз этого добились в Штатах, раз добились этого и в европейских каких-то странах, хоть и не во всех, то это можем сделать и мы. Я надеюсь, что мы к этому придем. Но здесь еще очень важно, что мы в период своего суверенитета мы ни разу не опустились вот до этой диктатуры. То есть у нас не было правителя, который бы правил как хотел. Но там не было в строгом смысле просто государства. То есть это был такой failed state, где действительно орудовали группировки бандитов, о чем ты ранее говорил на эфире здесь. Но я все-таки это немножко такой... если у тебя есть банды группировок, которые режут, скажем, в том числе русских людей на территории США, на территории Чечни, из-за чего они вынуждены бежать, да, то это либо государство сказало, что это не государство, но значит, государство, в принципе, не контролировало ситуацию. Поэтому говорить о какой государственности ошибочно. Давайте скажем так, это было государство, в котором было очень много проблем. Но это государство, которое пыталось сформироваться и стать государством, и ему очень большое государство, ядерная держава, пыталось этого не позволить. И в этой ситуации у Чечни очень слабые были шансы на то, чтобы как-то контролировать внутреннюю криминальную обстановку в своей стране. Даже если брать вот этот период с 97 по 99 год, даже тогда, вот когда уже война закончилась, да, по крайней мере, был период перемирия, контроля за территорией не было. Не было государственности. Контроль за территорией в каком смысле не было? Был контроль за территорией, но на этой территории были проблемы. И мы ни в коем случае не будем идеализировать.
Однако заслугой нашей было то, что мы в какую-то диктатуру не спустились. Ведь были все шансы на то, чтобы установить там диктатуру. И это был межвоенный период, который очень сложный. В эти 3 года построить на своей территории Дубай было невозможно. Поэтому мы пытались как-то что-то из этого слепить, и нам при этом мешала ядерная держава. Это надо все учитывать. Поэтому отнеситесь к этому с пониманием, не требуйте от нас того, что, в принципе, мы не можем дать. Вы вспомните, допустим, первые 3 года послевоенные в Германии, там, той же Франции, в том же Советском Союзе. Неужели это были такие прям процветающие 3 года, и в них не было никаких проблем? Ну, монополия на насилие все-таки была во всех этих случаях. Ну, кроме Германии, просто потому что она под оккупационным правительством некоторое время была. А в нашей ситуации этого не было. То есть у нас какой-то монополии на насилие не было, у нас какой-то диктатуры не было. Да, были проблемы, был бандитизм, с которым нужно было бороться, но нам, к сожалению, не дали. Нам не то, что не помогли, нам просто не дали побороть эту проблему. А насколько един чеченский народ? Можно ли сделать? Какая часть чеченцев захочет остаться в России, или таких чеченцев просто нет? Ну, конечно, найдутся и такие чеченцы. Конечно, они есть. И что с ними Насколько делать? чеченский народ един? Тут тоже нужно смотреть, смотря в каких взглядах. Да? В вопросах оценения от России, я думаю, что большинство однозначно будет за. Но при этом это не значит, что мы такие единые, там, во всем у нас взгляды сходятся. Мы очень разделены, у нас внутренних проблем полно, в том числе и по религиозной теме у нас там серьезное дробление, внутренние какие-то претензии друг к другу. По поводу политического устройства там, внутригосударственного и так далее. У нас есть свой внутриполитический спор в народе существует. Но вот насколько велико наше желание к суверенитету, я думаю, мы это все-таки доказали литрами пролитой крови. Это огромное количество людей, которые... Это лучше, чем любой референдум, показывает, насколько наш народ желает того, чтобы все-таки быть свободным. Пролили кровь, в том числе и друг друга, в том числе споря о том, как должна выглядеть политика в Чечне. Вы имеете в виду, что много людей убито? Чеченцы в том числе убивали чеченцев. Ну нет, это несравнимо. Сколько там? Да, конечно, такие случаи тоже были, но это, я не знаю, десятками может быть. Хорошо. Почему вот вы являетесь политическим иммигрантом по понятной причине, а почему все-таки так мало солидарности между мусульманами в мире существует? Почему вы вынуждены искать убежище то в Польше, то в Швеции, вместо того, чтобы в Саудовскую Аравию, в ту же самую Арабские Эмираты? Ну, как бы мусульманских стран хватает, в том числе богатых. Потому что мы чуть ранее как раз об этом говорили, большинство мусульманских стран являются диктатурами, в которых также нарушаются... Когда они видят такого, как я, они думают, ну, если такой же, как я, появится в их стране, то он будет их оппонентом. И они будут с ним бороться, поэтому я им не выгоден. И, к сожалению, я здесь вынужден с вами согласиться, мы сегодня вынуждены искать убежище не в странах ислама, мусульманских странах, а в странах Запада, где мы можем рассчитывать на получение какой-то защиты. Единственная страна, которая более-менее пытается соответствовать вот этим вот идеалам соблюдения прав человека, это опять-таки Турция, которая тоже не все хорошо. Турция мусульманские почалки, и ламан, Турция мусульманские почалки. Представьте себе, единственный Турции мусульманский, Ататюрки, Турции. А это? Хинти, собрали, бях побила. И хинти, жамбулати, он вообще шарк полностью шарк суд и не камел. Разниц мою хочу, я что камел. Делают, дикие ламу. Да, это,
немало проблем своих. Просто я попытаюсь сформулировать, чтобы это корректно звучало, но вот есть такое мнение в интернете, его можно почитать, что когда мусульмане там приезжают в европейские страны, они пытаются там построить тот режим, из которого они только что сбежали, и искать убежище от войны, в том числе от каких-то политических конфликтов в других мусульманских странах, поэтому у них желания не возникает. Вот как это парировать диаспоры в Европе? А я не буду это покрывать. Я не соглашусь и скажу, что такие мусульмане, если они есть, они бывают. И мы тоже иногда встречаемся с такими товарищами. Я говорю, чтобы они ехали туда, откуда они бежали, и там эти свои правила. А если они приехали сюда, то будут добры, соблюдать здесь законы, не нарушать их и жить спокойно. Они, въезжая на территорию Европейского Союза или любого иного государства, неважно, они заключают договор с этим государством, что они в обмен на защиту от этого государства, на разрешение жить там, они обязуются не нарушать их законы, не становиться проблемой для этого государства. Пусть этому следует. Но не хочется возвращать, ладно, разговор на тему как раз оправдания, ну не оправдания, да, но по крайней мере... Ладно, не буду эту тему поднимать. Почти каждый из... Правильно я понимаю, что вот вы, как один из там, популярных чеченских, хорошо, если не политиков, то комментаторов, хотели бы видеть в Чечне именно светское государство? Нет, это неправильно. Если, опять-таки, кто что вкладывает в термин светскости, но в том понимании... Нет, я не за то, чтобы видеть у себя светское государство. Мы все-таки достаточно такое консервативное общество, в целом чеченцы, и мы мусульманское общество, что является основополагающим. Но светское государство может быть консервативным, здесь нет противоречия. Может быть, но я считаю, что мы должны быть не светским, мы должны быть таким мусульманским, традиционным государством. Есть, знаете, много таких моментов для нашего народа. Скажем, ну вот как пример, допустим, у нас мужчина не может ходить в шортах. Это не принято. Светскость, она подразумевает, что там любой человек может выйти в шортах, допустим, да? И это, нет, это право. Светскость подразумевает просто разделение права и религиозного института. То есть разделение буквально церкви и государства, ну, в вашем, как бы в случае мусульман, да, государства и религиозного института там. На эту тему нужно, наверное, говорить более подробно. Я чтобы государство не уходило в какое-то мракобесие. Просто светское государство в шортах делает. Ну, светские же, вот я хочу, что и чего, я ревю? Консерваторы не брали верх над реформаторами. Это очень важно. Я за реформизм, чем за консерватизм. Реформизм такое очень опасное слово. Под видом реформ прошла Иранская революция. Разве это плохо, что она там прошла? Я думаю, что то, что было до Иранской революции, ничем не было лучше того, что они имеют сейчас. Ну, я думаю, с этим очень многие не согласятся даже из вашей аудитории. Ибрам, чуем, Жим Халтата, демократически, ездил на Ибрам, Хажаку, почал, мой ездил, не алитаю, Они обязуются не нарушать их законы. Солидарности между мусульманами в мире существует, почему вы вынуждены искать убежище то в Польше, то в Швеции, вместо того, чтобы обратиться там, в ту же самую Саудовскую Аравию, в ту же самую Арабские Эмираты. Ну, как бы мусульманских стран хватает, в том числе богатых. Потому что мы чуть ранее как раз об этом говорили. Большинство мусульманских стран являются диктатурами, в которых также нарушаются права человека. И они, когда они видят такого, как я, они думают, ну,
если такой же, как я, появится в их стране, то он... Нет, бусун почалка, бусун на преследует. Поэтому я им не выгоден. И, к сожалению, я здесь вынужден с вами согласиться, мы сегодня вынуждены искать убежище не в странах ислама, мусульманских странах, а в странах Запада, где мы можем рассчитывать на получение какой-то защиты. Единственная страна, которая более-менее пытается соответствовать вот этим вот идеалам соблюдения прав человека, это опять-таки Турция, но в которой тоже не все хорошо с этой темой, да и в целом у них и немало проблем своих. Просто я попытаюсь сформулировать, чтобы это корректно звучало, но вот есть мнение в интернете, его можно прочитать, что когда мусульмане там приезжают в европейские страны, они пытаются там построить тот режим, из которого они только что сбежали, и искать убежище, в том числе от войны, в том числе от каких-то политических конфликтов в других мусульманских странах, поэтому как это парируете вы, как представитель как раз мусульманской диаспоры в Европе? А я и не буду это парировать, я с ними соглашусь и скажу, что такие мусульмане, если они есть, они бывают. И мы тоже иногда встречаемся с такими товарищами. Я им всегда говорю, чтобы они ехали туда, откуда они бежали, и там устанавливали эти свои правила. Добры, соблюдать здесь законы, не нарушать их и жить спокойно. Они, въезжая на территорию Европейского Союза или любого иного государства, неважно, они заключают договор с этим государством, что они в обмен на защиту от этого государства, на разрешение жить там, они обязуются не нарушать их законы, не становиться проблемой для этого государства. Пусть этому следует. Но не хочется возвращать, ладно, разговор на тему как раз оправдания, ну не оправдания, да, но по крайней мере... Ладно, не буду эту тему поднимать. Почти каждый из... Правильно я понимаю, что вот вы, как один из там, популярных чеченских, хорошо, если не политиков, то комментаторов, хотели бы видеть в Чечне именно светское государство? Это неправильно. Если, опять-таки, кто что вкладывает в термин светскости, но в том понимании, в моем понимании... Коранный сунна! Светское государство. Мы все-таки достаточно такое консервативное общество, в целом чеченцы, и мы мусульманское общество, что является основополагающим. Но светское государство может быть консервативным, здесь нет противоречия. Может быть, но я считаю, что мы должны быть не светским, мы должны быть таким мусульманским, традиционным государством. Есть, знаете, много таких моментов, таких, светские мухолюет. Скажем, ну вот как пример, допустим, у нас мужчина не может ходить в шортах. Это зашквар. То есть... Коранный сунна, Тумцу, коранный сунна. Может выйти в шортах, допустим, да? И это нет, это светскость подразумевает просто разделение права и религиозного института. То есть разделение ну, в вашем случае да, государства и религиозного института. Там. На эту тему нужно, наверное, говорить более подробно. Да. Я за то, чтобы государство не уходило в какое-то мракобесие, чтобы консерваторы не брали верх над реформаторами. Это очень важно. То есть я, наверное, больше за реформизм, чем за консерватизм. Реформизм такой очень... Под видом реформ прошла Иранская революция. Разве это плохо, что она там прошла? Я думаю, что то, что было до Иранской революции, ничем не было лучше того, что они имеют сейчас. Этим очень многие не согласятся даже из вашей аудитории. Вполне возможно, но я думаю, что это все-таки мы оставим, наверное, для иранских граждан. Это они должны решать. Но в целом я думаю, что как и консерватизм может быть положительным и отрицательным, также и реформизм может быть положительным и отрицательным. Но реформаторы, они всегда должны быть. Если их не будет, то не будет никакого развития. Государство будет стагнировать. Поэтому здесь нужно конкретно понять, да, что мы имеем в виду под разделением религии с государством.
Я за то, чтобы законы в государстве действовали в соответствии с религией. Они не должны противоречить религиозным нормам. Но при этом какие-то, скажем, исламские ученые не должны быть основополагающими векторами политического направления. Как вы это разделите? Это на самом деле очень интересный разговор, потому что если вы подчиняете религиозному, то вы автоматически подчиняете это той интерпретации ислама, которая есть в вашей стране. Не совсем так. Дело в том, что непротиворечие исламским канонам, оно не подразумевает какой-то стагнации. А исламские ученые в большинстве своем это консерваторы. Среди них редко бывают реформаторы, хотя бывают, но это очень редко. В большинстве своем это такие консервативные люди, которые за то, чтобы жестко все сохранялось, на некий такой статус-кво, чтобы он сохранялся. Поэтому здесь, когда мы говорим, что мы не говорим о подчинении им, мы говорим, что право не должно выходить за рамки, то есть противоречить шариатским нормам. Коран и сунна, Томсо, Коран и сунна. Не должны направлять. Я приведу пример. Я приведу пример. Во время Османской империи как раз тогда превалировали вот эти консервативные настроения, которые решили, что они решили, что это вред, и что с помощью печатного станка будут искажаться священные писания, это приведет к великой проблеме. И еще несколько веков Османская империя не разрешала печатного станка, который на тот момент стал просто великим прорывом европейских стран. Это, по сути, было главное СМИ, которое очень серьезный скачок дало в этих странах. И тем самым Османская империя просто стагнировала на протяжении долгого времени. Вот я за то, чтобы люди из каких-то исламских наук, они не могли принимать вот подобные решения. Чтобы эти решения все-таки принимались реформаторами, чтобы они понимали, что печатный станок, интернет, компьютеры и прочее, это то, в чем, возможно, есть вред, из чего можно действительно может исказить какие-то вещи. Но в этом есть великая польза. Если мы сегодня этого не сделаем, этого не разрешим, не освоим, то наше общество придет в упадок. Но ты по факту сейчас просто говоришь, что вот есть плохие интерпретации Писания, есть хорошие интерпретации Писания, нужно, чтобы они были хорошие, а не плохие. Но это даже само понятие того, что является реформой, того, что является стагнацией, оно интерпретативно. Я поэтому привел пример этого печатного станка, потому что не упомянут. Это просто какие-то люди взяли и решили, что это плохо, понимаете? Это решение, которое принимается из соображений пользы и вреда. Но здесь нет какого-то прямого текста в Священных Писаниях, запрещающего. Поэтому очень важно, чтобы люди, принимающие такие решения, чтобы они не были консерваторами, чтобы это были именно реформаторы, способные на то, чтобы двинуть. А как это? Вас захватили, все, подчинились, никакой парламент. Интересно, как ты его используешь, потому что слово реформа, оно действительно очень коварное, и под видом реформ можно провести очень серьезную консервацию общества. Я не случайно привел пример с Ираном и иранской революцией, да, где она не случайно революция называется. Мы привыкли думать, что революция это значит прогресс, но революция это в том числе, это в первую очередь установление каких-то принципиально новых порядков, которые там, разумеется, установились. И общество, конечно, стало гораздо более консервативным, даже в том определении этого слова, которое ты только что дал. Видите, если это так, то это негативный пример. Хотя я бы не хотел решать за иранский народ, так это или нет. Это все-таки их проблема. Но сама по себе реформа, как и любое другое действие, оно может нести в себе вред, может нести пользу. И проблема в том, что если нет реформы, то нет никакого движения. Когда, вот, допустим, многие говорят, что Навальный, то это будет еще хуже, он там вообще националист и так далее. Но правда в том, что если ничего не менять, то лучше не будет, не изменится. Вот это изменить это надо.
А вот уже когда придет Навальный, допустим, как пример Навальный или Михаил Светлый, мы сможем понять, у нас есть шанс, то есть 50 на 50, может быть лучше, а может будет хуже. И это уже какой-то выбор. А если сохранять так, как есть, то выбора нет, будет только плохо. Поэтому вот этого делать нельзя. Ну, это такой марксизм почти. В пандан к этому тезису. Если я поеду с девушкой в страны, где принят ислам, то натяну на нее хиджаб, так как есть местные традиции. Почему люди с исламской религией носят хиджаб, и им не нравятся карикатуры в тех странах, где другая культура? Ошибка европейской культуры в том, что она готова принимать обычаи других. В исламе такой проблемы нет. Это Европу и погубит. Европе надо жестче защищаться. Это на самом деле очень распространенный комментарий. Это я зачитал сейчас то, что сдонатили, который можно встретить в интернете. Да, в большинстве случаев вот эти люди как бы лишают нас права слова, то, чтобы мы выражали свое мнение. Они не понимают, что мы о чем-то говоря, мы просто реализуем то право, которое дало это государство. То есть, когда я говорю, что мы, приехав сюда, должны... Говоря о том, как бы мы хотели, чтобы здесь было, мы не нарушаем их законов. Это то право, которое нам дало это государство. И мы имеем право говорить о том, чтобы мы, допустим, чтобы нам не запрещали ходить в никабах, к примеру, нашим женщинам, да? Да. Чтобы не запрещали носить там хиджабы и так далее. Если, допустим, он приедет в государство мусульман, и он оденет на нее хиджаб, к примеру. Допустим, представим себе, это, конечно, неправда. Сегодня мало таких стран, куда нужно приехать и одевать хиджаб. Тот же там, те же Эмираты, допустим, или в Турцию, не нужно его хиджаб одевать. Ну, допустим, скажем, Чечня, есть такая страна, и к нам приехав, нельзя, например, девушка не может непокрытая ходить, допустим, такой у нас есть закон. Но при этом мы не запрещаем его супруге говорить о том, что они не хотели бы его носить. Садитесь у себя в эфире и говорите о том, уважаемые чеченцы, дайте нам, пожалуйста, право приезжать там ходить по вашей территории, нам вот очень нравится. В этом нет проблем, мы делаем именно это. Законы о пропаганде существуют в большинстве исламских стран, где даже проповедями нельзя заниматься. Ну, та же самая Саудовская Аравия, самый очевидный пример. Ну, я не знаком с законами Саудовской Аравии, и все-таки пропаганда это тоже вещь такая субъективная. Что является пропагандой? Надо запрещать пропагандировать. Но, допустим, то, о чем я сейчас сказал, это, наверное, не то, что нужно запрещать. И я просто... Моя позиция в том, что если в какой-то стране, скажем, во Франции, запретили никабы, то мусульмане не носят там никабы. А те, которые принципиально хотят носить никабы, они должны переезжать. То есть мы не нарушаем закон. Нам не запрещается просить эту страну облегчить эти законы и дать, разрешить носить никабы. И мы это реализуем, это право. И неправильно говорить нам, ах, вы приехали и теперь здесь, значит, просите. Но мы вправе просить. Мы вправе выражать свое мнение. Главное, чтобы мы при этом не выходили, там, не резали голову никому. Это действительно важно. Является ли сильное государство и правитель обязательными или желательными в исламе? А может ли существовать исламская страна без государства или со слабым государством? Как может существовать страна без государства? Я не совсем понял. Это будет какая-то просто история. Как не может? Ну, например, подчиненная напрямую религиозному институту. То есть, ну, в христианстве такое государство есть, это Ватикан. Да? Я, наверное, не знаю, как ответить на этот вопрос, я его не совсем понимаю. В моем понимании все-таки государство – это некий институт общества, который принял какой-то основной закон, и этот закон распространяется на определенной территории. То есть это вот оно, государство. Хорошо, но имеется в виду общество, подчиненное как раз подчиненное религиозному институту, а не каким-то выбранным органам или тирану. То есть, ну, религиозное государство, исламское государство, запрещенная в России организация, да, вот оно пытались по такому принципу построиться. Я не думаю, что они по такому принципу. У них тоже был там некий руководитель, которому они там все присягали.
Не знаю, я думаю, у нас какой-то разный... Кафир, Зеро, полный кафир. Да, я задам последний вопрос. Я думаю, мы уже 2 часа разговариваем, было очень интересно. Я надеюсь, не последний раз, потому что я из этой дискуссии много для себя интересных вещей узнал, и хотел бы, чтобы у нас еще один разговор состоялся как-нибудь там через несколько месяцев. Надеюсь, вы согласитесь. Задам последний вопрос. Спасибо за интересную беседу. Я сам мусульманин и недавно познакомился с либертарианством через телеграм-канал «Минарет свободы». Мусульмане-либертарианцы. Интересно, что... ладно, это мне вопрос задан. Я прошу прощения, я не все вопросы... По интернету, поэтому просто, мне кажется, неправильно. Если у вас есть вопросы к Тумсо, вы можете задать ему их на его собственном канале, а мне в это воскресенье. Спасибо вам большое, Тумсо, за эту дискуссию. Мне действительно было очень интересно. Я надеюсь, нашим зрителям тоже было интересно. Нас очень хорошо смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте криптовалюту, если вам нравится, что я делаю. И я очень надеюсь, да, что у нас еще одна дискуссия состоится. Спасибо. Я вообще в целом открыт для диалога, и я скажу, что мне, наверное, симпатично либертарианство, то, что вы проповедуете. Самое главное, тот тезис, который я для себя подчеркнул у вас, это то, что вы за то, чтобы не навязывать друг другу там какие-то свои ценности, как-то относиться к этому терпимо и с пониманием. И это то, что мы поддерживаем и чего бы мы хотели видеть. Я думаю, что в этом плане у нас диалог состоится, и либертарианство в целом в этом направлении нам и интересно. Поэтому у нас, в принципе, у меня тоже есть какие-то вопросы, которые, возможно, были бы интересны для моей аудитории. Так что я открыт для диалога. Да. В некоторых моментах, даже если мы где-то в чем-то разошлись или не поняли друга, самое важное, чтобы мы об этом говорили и понимали, что это можно решить именно диалогом, а не силой. Поэтому я благодарю Поговорить всегда хорошо, да. Спасибо вам большое, Тумсо. Всем спасибо. До новых встреч. Завтра будет интересный стрим про США. Сейчас я выключу. Одну секунду. Либертарианш, мусламыз дина. Зеро, Раска үшін халға уақайш полностью энергияс уай ол лұқсы, да, бяқ мобилишсон, да. Доқым доқ еді, ая. И карани сунна тасы елік суай. Bu kere hudu 3 barış alan dostçu lisansı. Либертарианштар бисмол олиламыз дешали. İşte libertarianı çoğu da yok yer düşünmeye, lütfen zero, ihuda da. Ihudindu da. Buddhistan din da size. Avrupa galı ve akık ize. Laman ho. Libertarianı Sunt probleme, eu tinha lá, tinha lá. Ausish, zero, ido, Сулейманови, хокон, ваши вахошин. Все захватил власть, никакой парламент, ничего, все подчиняются, цабах. Посмотри. Иша мавали дюч. Что это видишь, Хокобах, да, кис? Хокобах, именно, Хокобах. И Коран и Сунна. ЛДПР, штер права, штер, бенгишки голил, штат, бах, и что защищать, бах, штер права, штат, и за что чудак ли, халахилла, что разговор. И от теста хачакла, лаун зеро. Зеро от теста хачакла, хеозари. И до того мерзкое, до того там противное поведение у него там, вообще даже комментировать. Паники, абай, куда санкировал, паники, там мерзкий, это вообще там мерзкий. Собака, раскачун, халха хочешь, да, зеро, полностью, уай, оксе, да. И раз ты сюда вещь, вообще. Мола, Сисар акеса, эфирю. Сучуан, хокон, ваш твоя, как хокон фамилии. Ишти интервью туда-сюда, садится. Дена, гаяккан, да, бьёхом. Био-исламофоб, записи, аж мосу. Био-исламофоб, бои. И тергало, ешь, вати. Не знаю, удина ты хокон. Раста, ютуб тебя ехать, да, ты хару хочешь, представь. А вот записи за Сисар ленга, ты чудо, да. Ишь, кучуэлика, да. Алгиней запись и рабство не запрещено. Эльрису Да.
Nah, dayakken dik du bar, dino da dayakken bar. К счастью, люди вот это. Богу боятся и то, что человечество отменило рабство. Давай, 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 давай. Allah не смог. И ЛГБТ тестер чакуя леоны, зеро, хчва. Уже чаква Аллаха. Аллах не смог, а человечество смог отменить рабство. Как это понять? Rap отменить нечаянно, чему лучше. А? Мило, это да Аллах, тум суаса стигал басаберш оправдать беон уже. Тестер чакуя леон, ара, дегдуй? ما ساعتها интервьюцин. Шин саата. И Коран и Сунна сахих су шин саата, да? Отцул шин, подсказ шин. شين ساعة أنا بنقص دانيس يدور وش أنا بكتير. ديك صدي عن عيسى على ده لا ما دانيس أشحال تيري هيك نيس سموش يعني نيس داوي لك صديق. Не уходят те, камел зайкан твоих. حيخين صبرا نحول شوات عيسى أيو خوخ الذي سو تقي تري سو تقي زري دائم دون تا تامش هم شليل ده عطي حقبال بات سوق ثاني عطي له سوي بول مقولش سوي بول بيك بول بيتنس موس هم سو كي قالوا ده رئيسي هو آدم ساق موخيتهم كانت ولاد داش ده قران سنة مسئلة فعلا ده توديو هيتا شر داش ده короче проститутка лилер да иштqetia проститутка ша дуйхуш уверена да он ша дечтя шек даю ملتاتر بوبوي كتايو سليمانو ملتاتر بوبوي Хинц будем по сценарию ожидать Диона ближайшие помолвки Диона Музаева с Сулеймановым. И халмавакин сисер статья что еще шутяю. Милуй статья зачитать это варианты и они осяют. Да, определить там цадинца помолвок. Полностью инсар ухолыч. Представь даже Сулейманова, Терриев, Тагалгаштар, Хутуахайшу, статья чу. И кутай амнистии вар, и шадеги, обозначит, и статья чу хажам была, юабош. И хайшу. И правительство, вице-премьер Москва, амнистирует, это изаязяш полностью. Ну, медленно, не сядем. И коман сильный овен. А хинсин сгуч мадали, хинсин фуш да сердцами. Это это он Закинок, худяшу, весь толшуй закинок, да. Заки полностью, и хочется мажил, что даялит мои хугул милуаж, да, алечен, да. Да, монах яткышяти, да, хош вахахыш, хош бухнохчи, қом, ғулқ шошуй еушед. Хоғас қыш ғоля дүйчі дыр, вай ғулқ хоқар чулы. Да, азғас қыш шныр иқцун, цхан хаттырын, да, дыл жуап. Еще махуль, да, изаш, мы все по кругу ходим. Хор вопрос, по кругу гулять дихцышим. حلقة داعش ورتاعش يا سابدي جواب لون بوش ورتاعش حلقة داعش هذاش نشقش ترجش داعش بيتش درياوي Европа закончит соблюдать не задут кютайна долман Европа из датан был квартат и умовал что это не будем тогда все равно детирцой и угол я зажимать ваться ляцем иду интересно и зажать винимого лицу и европейский закон соблюдать надеешь, короче. Учитель квартунда каной по закону Льюс Шварцер, учитель догадки, они его в этом вопросе у него полностью, короче, да, продырявился дополнительно, еще к концу. Зеро, я буду и хайла и елчингас радио маршо чукасин шуне киях да 10 это больше больше 10 тысяч чё сисер чукасин шун штат цар жамбулаты сачо
Хажим Просто Айн, я есть здесь. вариант, есть Хажим Айн Ильюс. اسم مارشال مسرقة Марш гол, Берсер. да, так говорю, я не знаю, мне с какой-то, может, я не с той позиции смотрю. И сон пропаганду, ведь я ЛДГ нахсуна, и так вот сул. Зачем мы должны его были слушать? Полностью. Что ты ушел? Полностью пропаганда. Asam, işin zaten çok versin, şıngla mı oluyor kadar. А и что вы не ищем? Смотришь? Может, люди неправильно поймут. Россия в Европе хавает идеешь голдош и мауис. Масуайта, Asam, Россия хавает, не скрытар будьте Албарасом, что завтра, если ему 2 часа посвятить то. Это вопрос İçin очень... saat yukarı Beser, için saat yukarı daha da kıdıyış. Latı diyor ne humadoç, o da diye şöyle yoti rolik inşallah. Asam, alsı şu, bir komşu. سلام عليكم. سلام عليكم. Берсер, там хаттер душер, ламаху. Жамбулат Сулейманович статьяю. Название. Путин никогда не был демократом. И Богу ду. Ну, Шагуля демократ, Рор Бог, Путин. Он не демократ, я демократ. Выбери меня. 36. Путин أقل вообще о демократ. Угаруешь, мадей, не слухай. Демократуат, Путин, харух демократ. Путин недостаточно демократ. Путин, Хилмов я звать. А в чем была то, что за демократию, мол, с самого начала Квачаш, Авенок, ну, езаря демократия, что ты здесь? Вот я что был, я свадал, как кучмыштег. Son sıkış yaşıyor Lamanhu. Derste, ya sıkıştın iyi. Ya yender bil, sager gel, etun hakkı, etun gel, o kadar. Да, и у мамы, да, поэч, оборот был. И член поэзии, ладно. И князю Юрьевич там заехал по-короче, выявиться за членством Герцога на Юрьевич поэч. Кстати, Lamanhu, Хагачер, да, говорит, он мог спорить твой князю. Никто там не связывал. Не забывай, не жалеет ему не связывал, что уедет за лорд Герца. Князь Герца, жалам мудерсон, короче, сам кепа, ты выйти, ничего написал. Я хочу Алама, духане, знаешь, что Жим Дегмова, царица, Жим Амсова, Асбодегач. Да, можешь мерч холетились. Просто давно не слышал, але что... просто Дегерсон из Ламанхова. Мы же ему всего наилучшего желаем. Короче, картин моду гаем, хочу ауё. И шнурок чуку, асенсион шест. Да, и сейчас своего надо какое-то такое мнение привести. И я понимаю, загает райт шхилгер душу, но... Штрафно, йоги. Да, вас, шикапек, мах дабал, так мавас, ну, хушу, а сейчас... Все, давай, штрафно, йоги, ты юкой, да. Юху, стажился, это выглядит как пропаганда. Все. Да, асам. Дело и пропаганда. Ну, я знаю, Берсер. Коран и сунна Бог. Да, что ночи мата. Чуистине, движение и полностью хочу магия лекция.
ЛГБТ тест чаквок Берсер. ЛГБТ тест чаквок вопрос хазирион. Из-за чак мовяхки цари. Да, и светло, докладях, да, он может кого угодно провести через что угодно. Ага. تمسوا شقوة قصر وتستر وقن خلق وين خاطو هرا شقوة لي نبيه Удар, я не знаю, шанс, когда удахадишь, холирцу. جنبولاتي مزارسي راسل تشيتر كير قداق وتروش نأوتر دام أسواد بخلا وجه إنت أخدوش مخايت تخارور وتروش هذيك هو Ну, это Кацборс, Сахазил, Кац. واو Ну, свободная Россия или... Эцерворк, он же тоже с этим Светом разговаривал. 100 مليون ناخذ لقطة دي في أخواتين كوخ يقولوني هدو تالي لوشتك درسة И согласен, вот сейчас говорят, Кацборс. Это совершенно главное швора Светова. Которые не признают границы других государств. Светова, назовите мне 5 государств, которые признают границы Израиля. Он его спрашивает. Россия свободна. Какая разница между Россией и Израилем? Возьму Израиль, Вахин, Ашхамелда, Шуаж. Он российский политик, вызвал. Какие 5 государств признают границы Израиля? Это очищенная Россия, смело. Кац, вот с этим Светом лишь там аудал так гладство, не знает, что, кому, у кого спрашивать. Да, я не знаю, да, он такая нам Сунсува, Санохши представитель Алхайка Магарусу, но он никак, меня не представляет он. Что представляет до Садомса Сунсува? блогер خلي هاي ديسك شيتي تا خوردوان حق سيتي رون блогер ولا Да, я сам блогер очень. Я надеюсь, я могу договориться. Не сможешь. Смогу. Маш, شو برسل حط حوالت شح وقط عشوا حيوت بالبو سجوا سكتي هو الدنيا وحخينا نخشي حلدي تشوشا بوش نخ عودل بوش كيجر خو قل بوش ذات إشي واجي ذات قوش يكش عشكوتم يو زيوزي تيشو صدق أميالتون противоречия حول دائما حيت عليش الانترست مول حول على ذا الجيت ثاني بات مليون أدمي استق قيتات عملي كده حتحون خير ستام بوي حون ليش غير ستام شن بات برسر مليون أدمي بالني حش بات كده خود سلس دالجاي يحلس دالجاي دو يشلات سوي يوج propagandju dünyanın halka nohçi mel biyoxumşu hoş mel audulyu hoş sana nuqya lil migaril shumshiyat bo dadüçlatdu hun habal bat son sa hawabşe bal bat human إنا حير بخش بس آدم إيش يقعد عموش بقوش تنش بقوش وبشي ديمقراطش ليبرالش ونادنش بخل وش يقعد عموش بقنس كيف Da all chat, TikToks, da all, wat niet zich anders, ما بالي دولار والله عيقل هاد بادر خدوش ده هو شو كات ما بالي دولار ما بالي دولار شو دي صح وما دي ثلاثة دي شو Adam, что, один SM, да, пропагандировать версию Хейтерсоном, например. Da all есть chat, da all TikToks, da all, wat niet zich anders, adbikti, шариач, da хиттейцег. شن ساعتها بودكاست ياش
شر كراني سنة al تمسو بالي عالم سيرتو بس حكومتها برا يوروبيا قدام وقبيز نتشيش أشموه كيتو هين هين ميال ولا إن سولت هذا يحتاج جودو نقش بيش نعيق ده وقبيز نتشيش أشموه هنا هو بارتو شامل بارتو زيرو هو ذا ليبرتاريان توي ليبرتريان تتمنى وتن بليسكا با ايوه يحتاج هيا ЛДПР тестях чего بعدين вообще-то либертарианец Света умывается, либертарианец убогший. Тумсо ухен либертарианец. Ну, я раз он с ним разговаривает, а уже уже стыд пошел. Он сказал, что мне симпатично это, мне близка это богатство. Том Сос богато. Да. Почти ухо. Ух. И Коран сунная дошматер вазер зеро. И вообще либертарианство объясните, что голову хочу. Не залазя в Google, я тоже могу туда залезть. И мат Китай ванчу Алла гердук. Уди кан тудер мөлдеш бөлчта охтагеш бичва Китай ван севе но карташ. Дин удар цигар. Буддизм дер калука. А масна дек док боба охтаг. Короче, либертарианизм масса надо, сдуется. Да. Масна дек док. Ставтинс. Харна бат. Садел бахил. Инсок Сулейман ваг, Кутай ваг. Хакаг Эдел Карада, Нумдич. От ночи коман, худик был бир алхиечу накар. Ой, что балат. Ой, что туман. Киев кусал бухта. Просто. Дай представиться локсию, да, цитар. Худирда, да. Та метеорио шумшир шелдет. Представление yok во всем мире. Одмашдать шел. Имолниш halgabuç. İbrahim, bismillah İbrahim, хешватерон. Сам спецан хуман раскручивать, я шмаяцуш, именно от суманби. Ю, хагекерш, на фигочи, потом пелк, что я ижде, даже я ем шишен был. Ага, хая хла, ага. И имолниш halgabuç. ليبرالني دوش بوسو دين تاخذ تعدلني نوش نيو عايش تخدو باخت ملغو دو تدوتو يهودر عاج شورت شو عليل تمك باخت تزود تودالين يجريشن مثل اسم برا شورت ديل داشت شو حد Сам Эрдуас, шорты, бриджи сажимался. Гулял вавил, что бриджи. И мне было тогда, по-моему, 20... Халхади знал, ну, не в этой группе, не знаю где. Значит, шайс ушен собор дашал, валасин, короче, валашва, шорчу охуез. Все лока уэсом, да, все шишу локуеза. Сажи стоки на ез, сделайте ясуну. А уебос. Ох, коли стек нерел. Ой, ночью душ, да, суауду. Хорошо. Шорт еще хулуэнуэл. Вот я так на него наехал. Потом прошло 20 лет.
Пошел дальше. Асад, эй, горхуш, асамаш, да, ну, хуйцы ты я. Хинсун, до Сагуля, лайол, хочу, Юахат, мне вот сейчас не западло этого. Слушай, служи, мол, мне это было очень западло. Ibrahim asa сообщение ну просто это была type. Есть это. Есть это. Еще. United Force Bolsheviks. А первый есть. Jim, ainda parot večer slaviš. Hırş yok. Jima şaygi taddibi usanna nuqi wa shash khuyiti yashash yutchun taadon balu bukhboch saotso pıydboch mu götürdü dolqam wa hoşun представитель шхы. Daşe de da naxiyotmuş. Qanyel lekti qanyel lek anu yuboğug imam yuboğug sonta blajsan Изам он да цар хамбо ё берш, киги берш, молодые пацаны, цаны дилерши, я члирш майверш. Ну, то киду. Vay, Галда, ну, vok şu галда. tadich diyorsun, şu düğütsek doş dumaç, liyor. Şu düğütsek da doş dumaç diyorsun. Sana samasıl hayyetse diye jimçu. Hangar istiyordu, hokumşkır masal üç muğliyor o. Вы ноши берш, хала ашен. Динчо эр вахшин минута, динчо эр вахру, юхчу вахру бош, ашкон вошу. Динчо бохши, эр бохши. Чахвель. Пятигорский саунд шпрейт един. Молхельвель. Берш рую хочу. Ibrahim. كنت منور هيت تخوش دا سرقة كان دا سري ويديت شوي. Сами же на тернук. Комсил. Обычно взаимонаимаются я вечер. Мачо йогочи. Следующий очередь, да, жамбула, ту кибит тили, бях мобилиш, кибях дар, да, скрыто. Киюхи, вообще вопрос подняться дешь, да, стадахи, ну, йокорхиш, так и рекисен, что харшей структуряцию, цердюн, да, ой, мох буэн был, уж хаялен, кузах, иш полностью, ой, о европейчи, та нохчи, вообще хаха мобилиш, да, ца, из отращения, цаголца, ну, манца, гомогеном, эхто догдош, и сортуат тош, докца, это, бля. Askhadon, Rasino, spецслужб, te suigučtie liekānis, jās Aleksa hušdā cirakāna, that's it. Izagučtie liekāni, Hizigučtie liekāni, mēs jau jāziešu vēl, ha? Хотя райош дача, чаговеш, Сулейман, Жамбулат Сулейманов был прав, где он?
От берсайры гвистал валларсо, берсайр алилошо шорти күй ниже колен. Из да яхкин полностью гаш тасмагардонцик. Ундельч ох учаки герес. Бусол бина ниже колен не выше пука элдецис. Ниже бусол бина именно и мехтик шуй хабехке. Ишвицеля дахули. Просто исламский мир пока считает, что лучше чуть-чуть подальше, чтобы было от колен до пупка. При пророке Лелендал аурет из дома, именно и бехки меттикш. Ну, вы самый ох проблем, юк это шортик выше колен халезе, ниже колен халезе. Вот. Кита проблем я это семейный ок турси цору, да, он говорит, я хала юас, да, гуля лохар вахайош, вот, или личи, превыш личи, короче, инципу, дилем юк целые. Это элем на созвать, это фатфадах, диск. Юк, оца, движ, да, шортик, ну, Din családék dísz megelett, szóval biológiát megelett. Értem, mondtam. I problemi, dísz muszab din családék. Референдум есть. Я вообще-то сторонник того, чтобы мы сделали конференцию или собрание какое-то онлайн мекшукы. Человек ночи кома, дуагмел лошугуй, хазоушахе. И тушня религиозно. Из-за хаэлен давайте выработаем чеченский ислам, который мы будем все как бы, ну так скажем так, нюцол аппаратец, это ангелил дать или целил дать. Пример показать. Да, вот общепринято, чтобы у нас был какой-то ислам чеченский. Давайте массу ушака. Че дегвахадилан сучва дегдоцуг. Хармек что да цел. И ум определить да еще код. Ихум дицел хегал дош корт. Ихум дицел хегал дош корт бошнах боци гуш дукван. Яканой бац ежима ябаки саники про. Нету их, ни политические, ни светские. Милоруцу конференции. Просто для примера, да, Хагулина, вот это мнение, вот опоялся так вахахи, просто обсудить, дичь так гурдерки, тига йол несостоятельность полная. И муткиоли, это движение чаны, все, там никто не смотрит. Я это нах бугораду, и муткиоли. Динани, там ночи, tagad dieši ночи бошин, человек там ночи, динни бусол буй, гунаден буй. Давай сагат деш буй, tagad его, давай конференции. Ше дек цуюка, дек буй. Да, дийцин, хартило цурду, едат. Ажал хартицале, все, хардадехпе. Лонегат на ровном месте мост халил, дадехпе, ой. Изнасилование, дадехпе, политик, юка дин айта, дадехпе, ой. Карамисуна, дадехпе, ой, югара, дадовой. Да, ах, хум хирман, öyle, шабох, тоже вопрос. Да. Ибрахим, статья, что он генерюка, санне метта, Калмыкия представляет яшбу, Дагестан представляет яшбу, а санне метта генон киев. Какой политический ислам, какого образца государственную религию, когда подтасовывали идигов со своими коллегами, какая версия ислама это была? Этот вопрос тоже остается. И халдак дезерду, Ибрахим, и халдак дезерду, и сам милогия, халаяктен, и уголовный кодекс, и тархитный шай, харюбош, 2002, 2007, реализация, харю, халаяк, массом конференции, и камел дадис, журналист шума вахошин, посер хабален, да, движение лихое, худею. Кар шадвал кое,
Bor, Batis, Давай. da Ulisa Gor, Batis. Государственная религия ислам, Эллен. Окей, у чеченцев понимание ислам, эскен дуйсин сэкэн, хумялар дур, то есть момент чукцига ложь. Что для вас? أشياء إبراهيم أشياء يقون هذه كونفرنس خلج ذات أصحابات سكراني سنة دعوة جنبات مزايا حلو يقول صوب دي ها ديمقراطية باشا كادو فيه دوسارين абсолютно и то есть статья حاجة Путин просто просто сидишь. Вот у Олег вечный Джамбулат сидишь. Путин никогда не был демократом. Да? Закон. Вот этот был Джамбулат сидишь. İbrahim, bu bu din sağlıyor, arjüntür dostum, demokratiya, on aktualni. Devla yok. Просто, да, его бас, да, просто ходил, кахпаном, да. Каждый дина, что куз, там хитса, да, дина. شو اللي لوتو قلبه ده ولا ايش يا بانيك يا بول يشب داخل ده وش عشان شو زقنات بنتها قيت اسك شو اللي يدو هو شي بانيك يا ابو انا هادي ها احكي بس انزين تو كنت لوت شكله كوزا لوت الموضوع Это très bon, начальство мое, импровизацию всегда вижу. Возможно, они не хотели бы эту роль играть, но им приходится, ребят. Таим бак تعبهم دايش غدير دشون بак تعبوا تعدي Какой открытый диалог, да, садятся, хубат. Один на другой, что? في بقوا حاجات هو غدين ديشن غاسكيش واخيش هون هودين ديز ايش ده ها سو تصدق شورتك شليلو ايش примеру تيجا اسبانيا شورتك شويцария شورتك شليلو мег получается мег иш дин диз сум представьте просто дичь до того что хуюцо паника юк и гаски халга да полностью ва юксер да а وين هيك ذاتي وبروس موديلها وشرق دي شوي دوختي شو عاديني ناني مثلا دادي شو قرش ذات بلا إسرائيل مثلا اشتا ودنيا تعملوا يغاسقي وبوتيني خدركوفسكي إيش بوتشانا هغاد عادي أشدق مثلا بامي أصلا يازي الشيء عجاو شو إبراهيم داتس سون نو ده كده جنبه لاتي خطريو غلغاي بيدراس داتس يتيو سون وبشي أوك داتس Охай швайц он сун лично прерывается ли. Кирилл, охай швац, а связь говорила. Чувак там, видите, высун, чувак там. Бот есть. Билдыш на шеец, а нежелательно. Национальный шалыч, сразу звук моё.
Бутова и массу, и с аппаратом, и иммунитет. أبو كيريل سيش ألا جيشس نشهد عيوه شتير United Force. Путин никогда не был демократом. Чечня поняла это первой. Иногда диктаторы приходят к власти не в форме диктаторов. Они улыбаются, говорят о демократии, обещают стабильность и новую Россию. Но Чечня увидела настоящего Путина раньше многих. Не по телевизору, через бомбардировки, зачистки, фильтрационные лагеря и выбор тех, кто был готов служить Кремлю любой ценой. Почему именно Кадыров стал человеком Москвы в Чечне? Как война в Чечне изменила самого Путина и превратила Россию в ту систему, которую сегодня видит весь мир? Почему многие чеченцы говорят, что именно Кавказ первым столкнулся с тем, что позже почувствовала вся Россия? Об этом говорит руководитель чеченского движения United Force «Единая сила» Джамбулат Сулейманов, когда Путин перестал играть роль демократа, или он никогда им не был. И если Чечня стала полигоном этой системы, почему остальная Россия не захотела увидеть это раньше? Короче, мы демократы, бог шахи. En herkes gör så. En sån, så att jag är en sån annan sen så halv äldre så ska det bli подготовить я что посечу. Да, тот не прошел. Сейчас как бы следующего тоже еще, если там... Да. Maar één liedje naar on laat soort bureau сейчас. И пока YouTube я цели всегда качался. Всегда хотите, и чую, да, вот, еще бюро шалая, да. Вот видите, вы всегда ошибаетесь насчет чеченцев. Они вот такие вот могут дать, и Керчуха это из Европы. Когда был нахуй, царно, именно и Керчуха это. Они доведут его до самого, где его хорошо услышат. И куда возит, но сам все. Я бюхал гучая, на бюхал, я что, и так они каждый из среди них могут, видишь? И тактика Невзорова и Березовского и Собчак, Хоржаня, Цурина, и тактики постоянно используют, я ж моюсь. Цара еще есть бюх компроматил согласен. И съесть моцевой, наоборот, наводится. Наводит, и хазролча халаволит, и еще деревьев хагуча дохай. А вот там Невзоров поспешил, и такой, что Березовский тактика. Свой халкы гучада хан совершенно телефон шоу омял. Ну, интересно омял модель, да, эма и на вооружение ласту бьешь, ну, извините, ему дойш ходит войн. В любом случае, если эти всякие вот эти будулаки там прокатят им, чтобы посадить их, короче, в эти всякие средства массовой информации и нас дебилизировать там наше общество, каким-то образом влиять, все, включив вот эти все пропагандистские методы. Если раз сел, эта персона там где-то у них не прокатывает, сливается, они максимально через нее на чеченцев, говнеца, максимально накидывают и что? И штертин, куда, уж. Так, Юкуза. Вертоле из Фейсбука постуя хуёр. Онлайн включение Маркус Вихель из Нью-Йорка с Фатимой Сулеймановой во время весенней сессии ПАСЕ 26 года. Швеция становится первой
европейской страной, поднявшей вопрос об оккупации Чечни. Мы представители чеченского национально-освободительного движения «Единая сила». Ничего себе, национальное освобождение. Маша и Алла. Сулейман, оказывается, Сулейман Джамбулатов, который выкидывал там светские суды, короче, государство, которое начало освобождаться от русской оккупации, вышвыривал оттуда светские суды незаконно, там, вооруженными бандами своими, и устанавливал туда шариатские суды. Вдруг каким-то чудесным, фантастическим образом возглавляет национально-освободительное движение, почему-то не в религии вообще ни капельки не религиозное, ни капельки не устанавливает слово Аллаха во всем мире. Когда шел он в Дагестан в 99 году для установления слова Аллаха во всем мире, вот сейчас уже какие-то другие позиции. Ничего себе. Еще раз, мы представители чеченского национально-освободительного движения «Единая сила», первая чеченская делегация, ведущая постоянную работу в парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЕ. Имели честь встретиться там с Маркусом Вихелем, представителем шведской делегации, и начать с ним сотрудничество. Гражданин Вихель совершил исторический шаг, предложив парламенту Швеции и Министерству иностранных дел Швеции признать и осудить оккупацию Чеченской Республики Ичкерия Российской Федерации. По нашей просьбе на весенней сессии ПАСЕ 25 года и вдохновившись примером Украины, аналогичным образом в 22 году мы внесли подобное предложение в парламент Украины. Ничего себе! Хорша, вы будете в парламент Украины? Главный заслуженный Гюмубаха, Свободно идите. Закаеви Абдул Артханович, она сам чухает. Сейчас полностью Киев Чхагович. Тушины ду заявление. Хохуна ду из... Там массеры хильчухтер ду просто оушах. Что за захилахер. Одновременно не все вспомнили про это, как бы им весело, как говорится у русских, моча в голову ударила, и все в один и тот же момент взяли случайным образом, одинаково подали это все, и получилось так, что мы теперь точно не знаем, кто из них главный инициатор этого. Мы внесли подобное предложение в парламент Украины, который осуществил это признание и осуждение 18 октября 2022 года. Гражданин Вихель подчеркнул, что ссылки России на историческую принадлежность и собственное законодательство являются слабыми аргументами, основанием на военной, репрессивной международно-правовой основе. Согласно международному праву, каждый народ и каждая в ходе 1926 году мы также совместно с гражданином Вихелем собрали подписи депутатов с целью в ближайшее время вынести этот вопрос на рассмотрение ПАСЕ. В частности, гражданин Вихель предложил рассмотреть надлежащие способы поддержки мирных усилий, направленных на то, чтобы позволить народу Чеченской Республики Ичкерия осуществить подлинное самоопределение и достичь полной национальной независимости. Благодаря Маркусу Вихелю Швеция войдет в историю как первая европейская страна, поднявшая вопрос о признании и осуждении первого преступления режима Владимира Путина – оккупации Чечни. Швеция является собой пример страны, отстаивающей демократические ценности в международной обстановке, которая все больше ставит их под угрозу. Вот так вот вам, господа. Ну, тут нужно понимать, что во бездействии, как в общем чеченского гражданского общества, чеченцев вообще,
И в бездействии, смешной, вот если из прошлого посмотреть сюда в будущее, да, когда все люди пытались докричаться до мира, выходили с плакатиками, со всякими этими на демонстрации и кричали, оставьте нас, мы независимые, мы самоопределились, не убивайте нас, помогите нам, Боже. И плакать, вот эти люди, их вот это страдание, их горе, их вот эти призывы, их искреннее такое, мольбы, просьба, короче, обращение к мировой общественности. И вот теперь наше состояние, да, когда мы вот здесь находимся, Kok tyder två darkshon, är välkänd, hoppas jag на месте, а вот твои даться. Зачем тогда эти люди там страдали, это вообще пытались? Для чего? Чтобы мы вот так плевали на это все. А тут, по сути, щадок, он как на ладони, ладилан, ладонь. Сгоан даже, буду легче, чубовичи, Швеции посол, просто в правовом плане, щадок и шладильчан, сидящий. Щадок гуэн предрасположенным, в правовом вот этом, как бы в правовом плане мы все как бы можем абсолютно там решать и наш вопрос выдвигать на повестку дня, любые вопросы наши, будь это там о правах человека, будь это политический статус, будь это все что угодно, да, там преследования даже вот в европейских странах, когда еще должен просто вы, да, нас нету и такой замкнутый круг юкарса раньше. Мы пока все озабочены появившимися людьми, которые посягают на чувства верующих, которые говорят неправильные вещи, несвоевременные, хадисы несвоевременные, какие-то религиозные предписания, и хотят очернить религию Аллаха. Вот чем мы озабочены сейчас.